Несоблюдение масочного режима, отсутствие средств и не проводится уборка в помещениях. Первая точка и столько нарушений. Коронавирус хоть и мутировал, но правила остались неизменными. Сотрудники Роспотребнадзора совместно с администрацией Центрального административного округа города Назрани проверяют места общественного скопления людей на соблюдение антиковидных мер. Визуально даже кожный антисептик шхалес, не только здесь на стойке, но и на столах. Маски, перчатки для вас, маски для посетителей, чтобы они тоже одевали. Вывеска у входа без масок не входить. У нас строгий масочный режим ведется от ЯЗИС. И дальше все уже по предостережению. И на пищеблоке, чтобы порядок был, соблюдение дозрежима, запас средств, журналы. Все должны. И вот сейчас же эти ограничения вводят, да? Да, по свадьбам. Да? Свадьбы. Эти ограничения тоже мы указали. До сентября не играть вообще, если есть возможность. Да, ограничить. Если вы играете свадьбу, что с минимальным количеством людей. Рост заболеваемости фиксируется ежедневно, статистика неутешительная. В связи с этим на последнем заседании оперштаба Роспотребнадзор внес инициативу, которую поддержал и глава региона, по опыту прошлого года перенести свадьбы до момента спада числа заболевших. В прошлом году, в мае, я помню, у нас был хороший опыт, главы администрации выявляли активно, у кого намечаются свадьбы на территориях своих поселений, и разговаривали с людьми, если возможно, откладывать на 3-4 месяца, потому что процесс сейчас в ближайшие 2 недели покажет. По нашим расчетам мы сейчас уже на пике, и в ближайшие 2-3 недели, к концу августа, практически пойдет у нас снижение. Поэтому нам надо продержаться вот эти 2-3-4 недели, отложить до 1 сентября свадьбу по мере возможности. Те, которые все-таки не слушаются, проводят, чтобы это было в суженном максимальном формате. То же касается и залов торжеств. Выявить на всех территориях городских, муниципальных поселений, кто где этим занимается, переговорить с людьми и фактически составить список. Если глава администрации активно выявит, тогда и наши сотрудники там будут работать вместе с ними. То есть это превентивная работа должна быть. Я сейчас обращаюсь на штабе ко всем ответственным и обычным нашим жителям. Вопрос в чем? Было сказано, что свадьбы приостановить, перенести. Дома торжеств главам районов, городов было, чтобы они были закрыты, чтобы массово не собирались. Соблюдаются меры безопасности не только на свадьбах, но и в местах общественного скопления людей, то есть в торговых точках. Не, если мы каждый день будем им говорить, может кто-то поймет, может кто-то устанет, будут надевать, объяснять людям. И вот. Вы в зоне риска, в первую очередь вы сами, вы как продавцы, работники этого магазина, сюда в день там сотнями людей заходят, да, и неизвестно, кто из них болеет. Но их почему-то никто не спешит надевать. Чего не скажешь о следующей точке. В масках здесь и покупатели, и сотрудники. В магазине соблюдают меры защиты с самого первого дня пандемии. И, учитывая нынешнюю ситуацию, понимают, усиление мер безопасности – необходимость, а не чья-то прихоть. Сейчас важно бросить все силы на недопущение рисков заражения. Мы стараемся соблюдать и маски носить, перчатки. Кто входит, мы стараемся им тоже маски давать. И, придерживаемся. 1,5 метра везде у нас намечено. Все как-то. И как ее протираем, чтобы ни сами, ни другие, чтобы не болели уже, скорее всего. А бывает такое, что покупатели не хотят надевать маску? Конечно, бывает, есть такие люди. Но сейчас, мне кажется, уже они сознательнее, они уже стараются одевать маску. Скажешь, что так и так. Они все уже поняли, наверное, что насколько серьезно вот это все. Все стараются. Требования, что нужно соблюдать правила эпидрежима, разослали всем торговым точкам и домам торжеств. Проигнорировать или оставить незамеченным это просто не удастся. Вот эти меры, элементарные меры предосторожности, в обязательном порядке надо соблюдать. Эти рейды и в выходные дни мы будем проводить, проверять, как вы соблюдаете, нет. Если мы найдем какие-то нарушения, несоответствия, уже нам придется вас закрывать по выявленным нарушениям. Такая просьба максимально соблюдать все эти требования. Очень сложная ситуация, очень напряженная ситуация у нас в республике. Очень много людей болеют.
А вот в этом кафе все замечания исправили. В прошлый раз здесь сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали ряд нарушений. Но сейчас серьезных замечаний нет. Разметки и наклейки с призывом соблюдать меры защиты есть во всех залах. А вот вы наклеили, крестик здесь, сюда садиться уже нельзя, да? Нет. Все, разграничение. Обязательно вот 1,5 метра. Вот. Раньше мы уже посещали, давали им рекомендации. Уже какие-то. Обязательно при входе эту вывеску повесьте. Маски, антисептик у вас лежит, да, обязательно. И все работники тоже. Не остаются без внимания и водители автотранспорта. Риск подхватить вирус в маршрутках также высок. Поэтому игнорировать меры защиты никак нельзя. Водители не имеют права перевозить пассажиров без медицинских масок. Поэтому инициатором раздачи средств защиты должны быть именно они. Соблюдать обязательно, не дешево. Специалисты в погонах напоминают, требования обязательны для всех. Пренебрежение собственной безопасностью может ударить многим по карману. Штрафы за несоблюдение мер безопасности не маленькие, и речь не только о рублях. Штрафные санкции там не маленькие. Самый минимум там штраф 15-50 тысяч рублей. Эти штрафные санкции накладываются через суд. Мы говорим им, да, выполняйте эти рекомендации. Если вы не выполняете, то сидите дома, не работайте. И для наших граждан тоже хотелось бы еще раз отметить, что ситуация очень сложная, очень напряженная в республике. Очень много больных. Да? Более 400 человек находится на стационарном лечении. Из них более 30 там, находятся на ИВ или там, очень тяжелом состоянии. Эта болезнь прогрессирует. Когда человек уже на сегодняшний день выходит из дома, он обязательно в порядке должен находиться в маске, если он идет в общественное место. Подобные проверки будут проводиться ежедневно, пока ситуация в республике не улучшится. В Роспотребнадзоре напоминают, главный призыв один на всех – не рисковать. Хава Гагиева, Асхаб Билакиев, Новости 24.